Усім привіт. Хочу проверить, як нас чуваць, як працуе мікрафон. У меня показывае, што вельмі добра. Пакуль што нікога няма ў нас у трансляцыі, то бок 0-0. Таму чакаем, канешне, пачакаем. Хто там да нас далучыцца. У нас сёння будзе вельмі важная тэма. Дзякуй за першую падабаечку. Шановныя сябры, усім прывіт. Нас уже слухае 2 чалавека. Вельмі выбачаюся, я яшчэ, таму што полудзядак, але я працую над гэтым, не навучыўся сразу трансляцыю ставіць, каб яна сама ўключалася праз тэлефон. У мінулы раз так пытаўся зрабіць, але не атрымалася. Таму вось так вось. По факце уключыўся і чакаю вас. Добра, 5 чалавек. Гэта вялікая аўдыторыя, і таму мы адразу і пачнем. Пакуль што сабіраемся, дайце, калі ласашка, па гуку. Як там па гуку, таму што 2 мікрафона я падлучыў да айфона. Ніколі такога яшчэ не было. Было, з Максімам мы ж так рабілі ўжо. Значыць, павінна быць нармальна, проста што не бачу ад вас ніякага інтэрактыву. Спадзяюся, што чутно добра. То, што выходжу незапланавана в эфір, учора размаўляў з чалавекам, з Геннадзём. Аксі, ты пачынаеш адразу з данатаў. Ёкарны бабай, дзякуй вялікі. Геннадзь Смірноў. Я браў у яго інтэрв'ю у мінулым годзе ва Вроцлаве. Не так давно мы з ім размаўлялі, можа, месяцаў пару таму, і ён мне закінуў такую мысль, што збіраецца домой, таму што яму тут цяжка, не можа ён адаптавацца, не можа знайсці працу, у него вялікія праблемы з працай, яму 50 год, 51 уже, 75-го ці 74-го ён года. Я так, знаете, я такой думаю, да тебе толькі за мае інтэрв'ю дадуць адразу тэрмін. Кажу, куды ты поедешь, ты што, кажу. І тут учора мы з ім даволі доўга размаўлялі, і ён кажа, што я сабраўся, я ў лістападзе паеду у Беларусь, калі там не будзе у яго обороны міжнароднай. Я думаю, поеду я да яго, съезжу, чаму мне. Пагавару з чалавекам і ввогуле паехаць у Беларусь. Ладно, я, сябры, он сёння у эфіры. Здарова, Геннадзь. Прывітанне, сябры. Дзякуй, што сустрэўся са мной. Я просто думаю, што калі ты рэальна не атрымаеш гэтую міжнародную абарону, і зараз са мной будзеш размаўляць, і у цябе столькі там грахоў, і як ты будзеш вяртацца. Давай, ведаеш, з чаго пачнем. Калі ты кажаш, што ты сабраўся дамоў, навошта ты сюда ввогуле прыехаў тады ў гэтую Польшу? Когда мы сидели на зоне, мы думали, что за нас идет борьба. Громче, коли мы думали, что тут идет какое-то движение, какая-то борьба за людей, за это все. К сожалению, я этим разочаровался. У меня скоро 6 ноября будет 15 месяцев, как я чекаю международную защиту. Калі ласка, кажи, Геннадий, громче, люди, напишите, калі ласка. Я чутно, потому что Гена нечто так тихо. Я для себя поставил цель, если меня выйдет 15 месяцев 6 ноября, и мне не будет международной защиты, я целенаправленно еду в Беларусь. Я давно к этому готовился, но меня к этому сподвиг учинок Миколы Ставкевича. Геройский учинок, и я, конечно, не Микола, если я получу защиту, я никуда не поеду, я так не смогу. Но если не получу до 6 ноября, 100% я уеду в Беларусь. Хотя знаю, что там на меня уже возбуждено много уголовных дел. По каким артикулам? Первое, это за нарушение превентивного надзора, из-под которого я уехал. Плюс там, даже в интервью угрозы участковому, и много чего там другого, дома арестовали, Россию уже в розыск объявили. Поэтому я знаю, что
я туда приеду, надолго сяду. Ну, скажу так, когда я сидел свои 2,5 года, я думал, что там за нас идет борьба. Я морально был свободен там. Физически, да, там катовали, всего хватало. Но морально я был на свободе. Зараз здесь я наоборот. Я морально в плену. Тому посижу я лучше дома. Паважаныя сябры, я просто хочу особо падкрэсліць і вызначыць той момант, што Геннадзь ён не публічная фігура, ён звычайны невядомы салдат. І вельмі цяжка вот, слухаць такое, што да, мне таксама цяжка тут не сахар, но так, чтоб паехаць сесть у турму, я на гэта не здольны. Мікалай, вось ты, ой, Мікалай, кажу, ты про Статкевіча сказал, Гена, і я такой, Мікалай. А скажи, калі ласка, ну, наконт, ты кажаш, катаванняў. Якія былі катаванні ў цябе? Ну, мне было каждый 4-й день я провел как на так называемой кичи, ШИЗО, ПКТ, карцер. Сейчас на ИВС даже похлеже, чем на ШИЗО. Я после отсидки еще 18 суток отсидел ИВС по превентивному надзору. У меня осталось одно нарушение, поэтому пришлось уезжать. Но катования были. Мне, допустим, на ШИЗО металлические двери, которые были открыты в мою камеру, когда меня вели в позе ласточки, разбили голову об металлические двери. Потом в мае 22 года, когда я доказывал на ШИЗО, что я незаконно осужденный, мне сам начальник лично, и на завтра его первый зампрокурор, это Корниенко начальник и Москалев зампрокурор, били на растяжке по ногам, отбили колени. Благодаря чему я сейчас не могу устроиться на работу, потому что на изгиб колени не работает. Вот, тебе пишут, что, Гена, все, кто переезжает, сталкиваются с новыми испытаниями, но нет ничего, с чем бы вы не могли справиться. Гена, ну, вполне такое замечание уместное. Ну, а то, что колени, ты говоришь, тебе побили, в общем, знаешь, что я у тебя хочу запытаться? Ці можаш ты сказаць, што у турме ты згубіў здароўе? Вось гэта мяне цікавіць. І як потым ты тут аднавіўся праз байхелп, праз дапамогу, як невядомы солдат? Ну, могу сказать так, про здоровье. Если бы сейчас мое здоровье до посадки, я пошел бы на любую стройку и работал бы. Сейчас я со своими коленями я на стройке работать не могу. Потому что на изгибе они не работают. Ну, мне не надо где-то, я могу по ровной местности много ходить, там таскать грузы, все, но на изгибе колен где-то по лестнице, если ходить, или что-то где-то подниматься, это все, это для меня убийство. То бок ты маеш пад увагай, што ну, з коленями у тебе там ну, беда полная, да? Да. Случилась в тюрьме? С коленями полная. Плюс меня, ну, там как бы посыпались очень зубы, но это, я так понимаю, что долго сидел в одиночке, как бы там в холодине в этой, и от недостатка витаминов, от питания, там как бы месяцами бывало, что меня просто морили голодом, давали одну ложку. Вот со 2 ноября 22 ноября 22 года по 29 ноября 22 года, когда тогда мне дали 10 суток ШИЗО и 3 месяца ПКТ, меня 27 дней практически не кормили. Мне давали просто на видеокамеру для вида ложку еды. Мне уже просто еда мерещилась. Я представлял себе накрытые столы, там, передачи, посылки, еще. И когда мне уже потом перевели на ПКТ, и через 27 дней дали как бы отоварку, 32 базовые тогда она была, одна базовая. 32 рубля одна базовая. И там отоваривают как бы завхоз ШИЗО. И я когда заказал там кофе, заказал там овсяное печенье, праников, и говорю на остальную сумму сушек. Ну, потому что реально тогда есть, еда уже просто мерещилась. Я ходил, как бы, много ходил. И отвлекаешь на какие-то мысли. Но потом они незаметно все равно приходят о еде, все возвращается. Потому что до такой степени уже хотелось просто есть тогда. И когда я уже настроился, что мне принесут передачу, это товарку, там уже хоть на пару дней, да поем там, как бы, ну, легче чуть-чуть было. И это была провокация тогда. Мне принесли товарку, этот сразу завхоз говорит: Гена, у тебя как бы кофе не было, мы тебе купили кофейный напиток за 4 рубля. И дает мне этот чек, а там отоварили не на 32 рубля, а на 20. Ну, я им тогда и говорю, я как бы отказываюсь от этой товарки, потому что, ну, купите мне то, что я за свои деньги у вас потребовал, как бы. Ну, и тогда начался пресс, короче. Меня
Вывели, забрали все, что у меня было там по КТ, перевели меня на ШИЗО. Дали мне 7 суток ШИЗО, тогда мне вот разбили голову. Меня тогда вели быстро, повели на шмон, и вели быстро, и металлические двери мне разбили сзади голову. Геннадзь, ты пра свае катаванні ну, вельмі падрабязна расказвала ў інтэрв'ю. Все ж таки я табе задаў пытанне пра як ты аднавіўся пасля турмы, што даследаваў ты свае калені, ці зрабіў ты зубы. Ну, коли я приехал сюда в шелтер, тут администратор, как бы Максим Селюк такой был администратором, он завез нас с сыном, потому что я уехал с сыном, сын тоже политвязен, завез к какому-то своему врачу зубному. Тот выставил баснословную цену, которую как бы ну, не подошло бы хелпу. И я согласился там уже как бы ну, не на импланты, не на дорогие эти зубы, а за там дешевые как бы поставить там. Ну, мне там просто за месяц там полечили 2 зуба, второй зуб как бы полечили там, вообще он мне просто болел, ничего там как бы не помогли. Я сначала хотел с врачом поговорить толком, не вышло. И я от них отказался, как бы мы бегали, тут искали сами своих врачей. Все, помощь я кинул на зубы, потому что была проблема с зубами, самое главное. И получилось, что как бы выкинулись много лишних денег на как бы лечили не знаючи как, зубы те, которые надо было удалять. Скажи, пожалуйста, сколько откуда ты знаешь, что лечили тыя зубы, якія надо было удалять? Потому что я когда потом обратился к ортопеду, когда ставят зубы, мне сказали, что тут надо наращивать кость, эти зубы просто надо удалять. А там были выкинутые деньги уже. Сколько? Сколько? Ну, один зуб больше 1000 злотых. Ну, сколько было выкинуто грошей? Ну, по-моему, 8 там или 10 зубов, что-то такое. Это, 8 тысяч, 2000 ну, евро. ну, да? грубо где-то на меня, на зубы, на удаление, на лечение пошло где-то 12 000 злотых. Все, мне потом на поставку зубов не получилось, потому что там надо наращивать было кость, удалять же, опять же, эти зубы двойную работу робить. И получается... Так что, тебе отмовили вставлять зубы? Нет, Что? они мне сказали, мы можем вам помочь 2 имплантами, все. Ну, то есть мы можем вам поставить замест, а сколько было треба? Ну, на 2 импланта как бы ну, не поставится даже вверх или низ, потому что хотя бы надо, наверное, я так думаю, 4. 4. Или 3 хотя бы там. Сверху и, Ну. и снизу, да? То По- есть поэтому, 6-8, да. так? Ну, то есть, я ну, докладно разумею, то бок тебе сказали, тебе ByHelp сказал, что яны могут себе дать только на 2 импланта после всех этих штук, а 2 импланта это, ну, я не лекарь, конечно, но я так само думаю, что это вельми мало. Ну, конечно. Я, допустим, все кинул на зубы, хотя мне проверить надо было, у меня там сахар падал как бы на зоне, ну, надо было обследоваться. Допустим, Тихановский там через неделю сказал, как бы, что у него, ну, что до сих пор не прошел обследование. Так вот, я до сих пор, скоро в декабре 2 года, как особенно, я же обследование не прошел, я не знаю, что у меня И с с головой. коленями ты тоже не проходил? Ни с коленями, ни с чем. Я все кинул на зубы. Но оказался я без зубов, знал бы, лучше даже не начинал это лечение. Потому что, когда были корни, был прикус какой-то другой. Сейчас я просто усажу желудок. И давай еще уточним, что тот человек, який тебе повел до лекара, стоматолога, он был представником ByHelp, так? Да, Тому да. що- Так? Правильно я Да. зрозумів? Тобак, Он администратором шелтера был на тот момент. И... ну, и тобак, ты дал ему веру, и вы разом пошли. Вот сын там лечил до конца зубы, но у сына проблем не было. Там ему пару зубов удалили, пару полечили и чистку зубов провели. Ну, там взяли, короче, больше 20 000 злотых. Я думаю, что там даже половина денег этого не стоит. Ну, я не ведаю, Геннадь, я не ведаю. Я не стоматолог. Ну, ті, хто нас слухають, і з цих слов, що ти сказав, можуть зробити вивод. Або ми лохи і не ведаємо ситуацію, або ми кажемо правду, і це сапраўды завышеныя кошти. Тому що я, наприклад, у мене нема доказів, але я шмат подобного чув про завышенные доказы, про там неметовое расходование сродкаў от ByHelp. Так само, калі вы памятаеце, зусім недавно я рабіў, як это называется, проверку, аудит, правяраў разам з 3 штучнымі інтэлектамі справаздачы стрыжака і злавіў яго на тым, што яны не адпавядаюць то, што напісана ў дэкларацыях, ну, у этих паперах не супадае с рэчаіснасцю. Вот. И потом я написал ему, значит, запыт. И
мне Стрижак написал, что, чувак, мы перед литовским, значит, правительством несем справоздачу, а ты иди как бы нафиг. Вот. И недавно, вы же памятаете, был выпадок с Алексеем Романовым с Белостоку, да, которому By Help, значит, сказал, что он может это лечить, он пошел. Я просто не веду, як так у них атрымалася, потому что звычайно ты спочатку платишь, а потом тебе делают зубы. Вот, а он полечил зубы, остался доктору должен, там 4000, там, ну, были такие некие незразумелые проблемы. І што тычыцца зубоў, я яшчэ магу дадаць то, што ведаю я, калі я быў, значыць, у Катавіцы, значыць, ко мне звярталіся палітзняволены, ну, типа, ты ж народны рэпарцёр, там у нас праблемы там з зубамі ёсць з байхелпам. Нам байхелп не робіць зубы, альбо даюць мала грошаў, ну, такія неістотныя сумы, і нам гэта ніяк не паможа. Ну, я Кабанову кажу, што, ну, Александр, давай неяк падымаць пытанне. Вот. А Александр мне кажа, так чакай, так трэба ж даказаць, што ты зубоў пазбавіўся за кратамі, за рашоткай. Я такой думаю, ну прикольно, Кабанов себе уставляе зубы за 10 000 $ і нічога не даказвае, да? А невядомаму салдату трэба даказваць, што ён згубіў зубы ў турме. Не, ну я не супраць, каб Кабанову вставлялі зубы там ці камусь-небудзь іншаму, ну няхай. Но тут же ёсць, напрыклад, і Гена, і ёсць іншыя там людзі, якія не публічныя, якія таксама пацярпелі, і пацярпелі, магчыма, значна больш, чым вядомыя людзі, таму што ось аднаму там, памятаеце этого з Вільнюса Александра Бабко, которому колени там выгнули в другую сторону, и праз байсол ему назбирали грошаў, люди, подкрэсліваю, люди назбирали грошаў, и ему зрабілі операцию на коленях. Саня, прывітанне тебе. Может, ты будешь глядеть, памятаем, и про себе, про всех памятаем. Ну, сябры, прошу вас, распаўсюджвайце гэты эфир. Вельмі хочацца, каб ён трапіў на вочы вновь прибывших и журналистов, и громадских дзеячоў. Сам-то я им подкидывать не буду, пусть люди отпочивают, разбираются. Ось. Памятаю, у школе на уроках литературы у нас была такая типа тема Гоголь. Тема маленького человека. Памятаете Акакия Акакиевича? Там Шинель назывался твор, ці як? І як народны рэпарцёр, я, может, тады у меня і сфармавалася у меня гэтая як бы тэма ў маёй галаве дапамагаць і цікавіцца жыццём простых маленьких людей. Всем привет. Привет, Юра. Давайте почитаем чат. Вы можете задавать Геннадию пытанні. Типичный среднестатистический белорус. Перемен в этой стране с таким народом никогда не будет. Дадут МЗ не поеду, не дадут поеду. Да. Вот человек говорит, дадут международную защиту, не поеду. Не дадут, поеду. Ну, то это уже растлумачил, да? Ну, да. А если, гляди, Геннадий, давай, знаешь, сейчас я попрошу яшчэ, каб ставили люди лайки, распаўсюджвалі трансляцию, и хочу поведомить, что сегодня свежий выпуск Небеглова, очень крутой, мне очень сподобаўся. Я лічу, что это один из лепших выпусков. Завтра я размешу его на своим канале. Ось, тут пишут, люди, ставьте лайки, да. Тут один умник, Black Jack, пишет, что естественный отбор, слабые исчезнут. Ну, это принципы лукашистов. Я вам скажу, что Геннадий зусім не слабый, и если у него слабые колени, то руки у него ого-го. И слухай, Ген, скажи, калі ласка, что у тебя зараз з працай? Потому что я так зразумел, что тебе вельмі патрэбна праца зараз. Ну, с працей как бы у меня за коленями проблемы. За колени. Скажи, калі ласка, твои компетенции, что ты можешь рабіць, наколькі я ведаю, ты с польской мовой у тебя проблема. Вось, напрыклад, калі беларусы, ну, скажут, ну, такой, ну, нормальный генік такой, маешка мадняша у яго, ну, давай, может, дапаможам, а только что он умее рабіць? Ось, запрэзентуй сябе, что ты можешь рабіць со своими коленями, где ты можешь сдаться, якіх ты хочешь грошаў. Ну, мне нагрузка на руки вообще проблем никаких нету. Ну, Если с прямыми ногами где-то двигаться, даже много двигаться я могу.
Что ты умеешь Носить делать? могут. Что ты умеешь делать? Ты вот, Ну, по стройке мог бы работать, но сейчас за колени я там не могу работать. Не, ну так нет, давай там, где На можешь. данный момент я жду, мне должны ответить, даже, возможно, сегодня на склад. На Амазон. Да, от я так Мгм. само туди хотів пойти, ну що-то как-то все здимаюся в кіно і знов став возити їду, коротше, на ровери. А ти хочеш в кіно зніматися саме, в кримінальних драмах? Да, ну, я, А? я не публичный, чтобы кино сниматься. Так а там не надо, там просто нужно быть никем. Вот пришел, типа, чувак, пройдись вон там. Когда я скажу акция, ты идешь, короче, там на заднем фончике. Можно попробовать. Ну, все, короче, вот Для это, разнообразия. если что, я тебе подкину. Ладно, а смотри, а коли, наприклад, зараз тебе позвонят з Абби, знаешь, такая Абба, это бізнес-асоціація, яка декларувала, що вона буде допомагати білорусам у заміжжі з працею. Ну, насамрэч яны так не роблять. Ну, допустим, вдруг ЯНУ скажу, давай, такий нормальный человек, это Генек, давай его возьмем. І дають тобі працю. Таку, все, ти отримовуєш, ну, нехай 7 тисяч злотих на місяць. Да мне 4 хватит, мне не надо. Ну, ладно, а вони дають 7. І приходить гэта 6 листопада, і тобі не дають защиту. Ну, 7 я, извиняюсь перед людьми, уезжаю в Беларусь. Все равно уїжджаєш. Все равно. То бок, нават калі у тебе буде нормальна праца. Так. То бок зараз стаіць такое пытанне, каб табе на паздзернік, на кастрычнік дзесьці далі якую працу. Карацей, я табе прапаную, я табе добавлю ў чат этого, ну, там, дзе гэтых статыстаў набіраюць. Ну, будем ходить. Ну, там, ну, сколько? 80-100 злотых на день. Ну, хотя бы что-то. А у тебя карточка есть? Есть. Так а там кайфово, там, может, еще в Голливуд попадем, понял? Так, ну что, сябры, 22 хвилины мы у эфира, дякую за донаты. Так, Гена, привет, пишет Небеглый. Задай вопрос, где созданы рабочие места для вынужденных иммигрантов. Ты Гене задаешь? Гена не знает. Гена не знает. Ну, это скорее офису надо задать вопрос. Да, созданных мест, я думаю, что нет. И я думаю, что мэты не было их ствараць, потому что, нагадаю вам, что в Аббе кіраўнікі былы чалец Савета бяспекі Лукашенко, спадар Яўген Буры і ягоная жонка, працаўніца падаткавай інспекцыі Марына Гірын. Вось. І, ну, дзіўна, канешне, што ім даюць такія гранты на 3 мульта і там на 3 мільёна еўра. Ну, гэта вельмі цікава. Вось. Да, і незразумела. Дарэчы, я сёння на тэлеграм-канале «Народны рэпартёр» публікануў пытанне аднарода спадара чашавіка Дениса. Ён там задае слушнае пытанне. Говорит, чего нами руководят о оппозиции наши лидеры, это былые чиновники. Ну, такое слушное пытанне, и просять у спадара Кныровича и у спадара Шалага пералічыць, колькі грошаў ну, на іх поставили. Ну, было выдаткавана на гэтыя НГОшныя структуры. Вось Гена, пришла парада. Ты сейчас в эфире, ты сейчас на тебе камера стоит. Сейчас, значит, Бритиш. Кому нужна работа, подойдите в пекарню при любом магазине. Например, Бедронка, Lidl. Язык не важен. С 32 злотых в час, но работа ночная. Да, не важно, ночная. Ну вот просто вот тебе, ты скажи спасибо, Бритиш, там, thank you very much, ну там, потому что вот, не знаю. Вот это надо смотреть, что там надо делать и как по коленях будет бить это. Ну да, но вот тебе как бы пришел реальный совет. Так, читаю комментарии. Так, ну а вообще, ты говорил, ты когда сидел, думал, что за нас тут идет борьба, и ты так само зараз видишь, что люди, которые приехали, и кажут, мы когда сидели, мы думали, так они уже, ты давно тут уже, а они сели, когда ты вышел, понимаешь? И мне сказал там один с вновь прибывших, что люди там остались с Азота, на Крытке, и они думают, что тут идет за них борьба. Вот. А что бы ты, как бы ты вот это вообще откомментил? Ты же там был, я помню, фанатом, как и я, впрочем, Латушка. Я помню, когда Латушка увидел на акции, там чуть не заплакал, побежал к нему здороваться. Ну, Вот, типа спаситель, там, Пал Палыч. Месяца 8, наверное, топил за них полностью. Где-то там кто-то говорил на Светлану Тихановскую.
Громче, громче говори. Я как бы защищал, что там она женщина пошла там за нас, за еще, ну как бы месяца 8, пока меня уже не открыли глаза на самом деле, что происходит. А можно вот узнать, Гена, как у тебя открылись глаза? Как у тебя Ну, во-первых, с этой помощью, как будто вот мы никому не нужны, вот как откинули. Просто вижу, как вот людей, вот, ну как-то, не знаю, как это выразить правильно, но сопоставил факты, сопоставил какие-то высказывания, где-то какие-то интервью. И не сразу, но постепенно это все до меня дошло. Но это понадобилось 8 месяцев. Я еще за Латушку голосовал на Координационный совет. Ага. Пока не увидел, что там начали пропадать от Мельникова, там еще вообще непонятно, что происходит. Просят, чтобы ты громче говорил, можешь? Ну, это, Ну, это нормальная просьба. Могу говорить. Да, громче, коли могу. ласка, кажи громче, чтобы, ну, люди ж слухают. Когда, Гена, когда плохой звук, люди просто, ну, понимаешь, не хотят я напрягаться понимаю. и спрыгивают. Ну, У меня просто как бы голос такой, ну, как бы ты, низковатый сам по себе. А ты говори громче, тому што я лічу, што гэта вельмі істотная Я тэма. Тэма маленькага чалавека у вялікай барацьбе, как да яго ставяцца, ну і нашы дым-лідары, як да него ставяцца людзі. Што ты думаеш ввогуле пра дыяспару? Ва Вроцлаве шмат беларусаў. Скажы, калі ласка, ці ёсць нейкая дапамога? Ты такое адчуваў? Ну, практически нету, так по мелочи. Таму што мне, напрыклад, ну, зноў жа, можа, таму што мяне там ведалі, не ведалі, там, ну, да мяне тут ставіліся нармальна і, ну, как бы, мне дапамагаюць. Я не кажу, што там, ну, не пра грошы, а вось дзесьці там штосьці паламаўся, падскачыць. И я даже участвовал в операции, там одному парню помогали мы с машиной, меня попросили, я подъехал, мы там ее толкали, короче. Ну, тут был момент. Я хотел поднять тут движение, чтобы каждую неделю выходили на акции, ну, в пользу политвязней, чтобы напоминали, что у нас сидят люди. Именно пришли ко мне с диаспоры 2 человека, сказали, мы пришли вдвоем, потому что люди боятся. Вы прошли через столько, у вас родные в Беларуси, возможно, вы агент КГБ. Вам надо пройти полиграф. Я говорю, без проблем. Я говорю, давайте я пройду полиграф. Все, на этом закончилось, и больше ну, я звонил им, они на это не ответили. А что это за люди? Это с диаспоры, с Суполки Вроцлавской. С Суполки Вроцлавской? Да. И на этом все затихло. Тут, чтобы все понимали, проходят акции, может, в год раз 5. Если взять вот Гданьск, там, Варшаву, там, Белосток, там каждую неделю что-то происходит. Но я считаю, что про политвязней надо напоминать. Надо выходить и что-то делать. Не за офис, а за политвязней, которые сидят сейчас там. Ну, справа ў тым, што да, гэта безумоўна патрэбная рэч. Ну, бачыш, вот, напрыклад, Лябедзька, ён футбол гуляе там з офіснымі, яны гуляюць футбол, такім чынам напамінаюць. Ну да, я таксама лічу, што акцыі патрэбны хаця бы для таго, каб людзі прыходзілі і бачылі адзін аднаго і маглі паціснуць рукі адзін аднаму. Скажы, калі ласка, што ты можаш сказаць пра Вроцлав, таму што зараз прыехала 50 человек, может, кто-то поедет во Вроцлав. Что здесь хорошо, что здесь плохо? Ты тут давно живешь? На данный момент сейчас поменялся администратор шелтера. Сейчас там вроде бы неплохо. Нормально. В шелтере? Да. А Город сам по себе красивый, хороший, большой. праца? С працей надо сразу устраиваться на працу и не чекать 2 месяца в шелтере, а сразу ехать в Варшаву, не подаваться здесь, во Вроцлаве, а подаваться в Варшаве там без очереди. А тут надо 2 месяца чекать. Як я чекав, я почарав 4 месяца на подачу, сначала 2 месяца на шелтер, потом 2 месяца на то, что я ждал очередь. То есть ты хочешь сказать, давай просто, ну, донесу более, может быть, понятно, потому что ты хочешь сказать, что во Вроцлаве очень проблемно встать на очередь и очень долго получать, ну, документы на международную защиту. Да, здесь все долго. И лучше ехать сразу в Варшаву, да? Во Варшаве подаешься без очереди, и сразу пошло срок ожидания. А здесь тираж 2 месяца, потом приходишь подаваться только. Подожди, то есть если ты живешь в шелтере, ты не можешь пойти, ну, сдать на это? Не понял я. Ну, в шелтере как бы выдерживают так, чтобы человек пробыл 2 месяца. Может, это и правильно, пока человек там что-то отдохнул. Не, ну хорошо, там почему я не могу в это время податься? Что-то я не зрозумел. Ну так вот я и считаю, что это, наверное, можно, потому что нас продержали 4 месяца с сыном. Понял, ты, значит, ты не знаешь, то есть, может быть, можно... Короче, сябры, когда приезжаете, сразу подавайтесь на защиту и пожадана в Варшаве, потому что тут так само во Вроцлаве можно подаваться, но здесь вельми дрэнна все это працуе, не ведаю чаму.
то ли это заколдованы горад, то ли гэта недоработка дэмсілаў. Хаця, як вы бачыце, што з Сергеем Ціхановскім, з яго легалізацыяй, з яго перамяшчэннем па свету ніякіх праблем няма. Ён уже нават і паказваў, што ён за $48 памянял права во Флориде. Ну, про Флориду и про Тихановского мы поговорим в наступном эфире обязательно. Флорида, запомните, Тихановский, Флорида. Так вот, ну, мне тоже бы хотелось бы права поменять, которые там, например, у меня возникли у турме. Як это зробить? То есть мне тоже, значит, можно полететь в Америку. И что для этого нужно? Быть мужем ну, типа какого-нибудь нашего мегалидера или что? Ну, как-то вот это непонятно. Вместо того, чтобы заробить больш-менш клапаціцца о беларусах по Польше, ну, чтобы могли яны права атрымоўваць и там и то, и то, и то. Тут нават и международную оборону вельмі складана зрабіць. И я ведаю, что гэта так. Тому, шановное гаспадарство, хто думае ехаць на Вроцлаў, я знаю там уже как минимум одного человека, майце под увагай, что лепш гэта рабіць у Варшаве, потратить грошы на билет, да? 144 злотых каштует Но я дорога. еще Сергею уточню, что там надо сначала устроиться на работу. Громче. Сначала надо устроиться на работу, прежде чем подаваться на защиту, потому что потом полгода человек не может устроиться на работу. Ага. Забирают паспорт, забирают все. Поэтому надо сначала устроиться на работу и сразу ехать тогда подаваться. Это, да, это вельми добрый совет. Но смотри, они же приехали, Гена, без некоторых... Ладно, кто с паспортами? Вот он приехал, ему что нужно, чтобы у него был дозвол до працы, правильно? Да. Я думаю, должны офисы помогти там как бы то есть, ну, совершенно верно. То есть, например, приезжает во Вроцлав там 5 человек, ну, например, там же еще будет 1300. Приезжают эти люди сюда, да? То есть понятно, что их нужно трудоустроить, и для этого у них должен быть дозвол до працы, так? Так. И это должны сделать. Ну, политзаключенный же сам себе такое не сделает. Те люди, которые взялись на себя те лидерство, люди, которые и которые декларируют себя, что яны представляют белорусские они должны народ. это сделать, помочь человеку. И я считаю, что вот если приезжает человек в шелтер, там должен быть человек, который должен заниматься его вопросами. На первое время ему помогать во всех вопросах, любых. То есть брать за руку да, и потому что вводить... человеку первое время, особенно сейчас, я 2,5 года отсидел, сейчас люди по 5 лет отсидели. Им будет тяжко сразу. Я вообще, в Огуле не уявляю, как после 5 год. Я вышел 2,5 отсидел, у меня голова шаталась в разные боки. Поэтому надо, чтобы помогал какой-то специально поставленный человек. Я не знаю, может какой-нибудь, даже и администратор тоже может совмещать, может специально обученный человек, который знает все вопросы, язык, потому что вопросы будут еще с языком. Куда-то сунуться без языка тоже тяжко. Живе Беларусь, живе. Так, Гена, сябры, если калі маеце пытанне, задавайте, калі ласка. Я думаю, что мы галоўнае праговорили з Геннадзём. Геннадзь вырашыў, як Мікола Статкевич, натхнённы яго прыкладам, паехаць у Беларусь, дзе яго 100% посадят, потому что на яго ўжо заведены крымінальныя справы. Я яго такі ўчынак не усхваляю, потому что ну, яму 50 год, мне 54, ну такое сабе трапіць у турму. И ну ты ж отдаешь себе справаздачу, что ты не Микола Статкевич. Ну, Ген, я не прикалываюсь. Я в курсе, я там уже был, и как бы я морально там свободен буду. Ничего на мне не сделают. Ты ж ведаешь, что я просто чуливый человек, ну... Если я не раз шел на смерть, то чем они меня напугают? Ну да. То есть тебе тут не заходит жить, Польша не заходит в тебя. Ну, не мое это. Прожить жизнь там и потом перестраиваться тоже поздно. Молодым будет легче, конечно, без вопросов. Не, ну молодым безумовно. А что ты думаешь в Огуле наконт наших дэмсілаў вось зараз? Я маю пад увагай. Мне вось цікава твоё меркаванне пасля всех гэтых дыкпікаў, зліваў. Ну, то есть я цудоўна разумею, что ты сядзеў, думаў, что за тебе змагаюцца. А тут ты пажыў гадзішка, побачыў, як гэта. Як ты вось до гэтага ставішся? Просто на крови зарабатывать эти донаты, эти деньги, и непонятно куда, брать на политвязнего, тратить непонятно куда. Человек вот сейчас может приехать, вообще там за 5 лет здоровья положивший полностью,
ему там помогут, дадут 1000 евро, там по мелочи что-то кинут, но не в этом же все состоит. Помогать надо на длительный срок, потому что человек вообще выходит никакой. И потом просто, если там ты известный, тебя как бы, может, и помогут больше. Но если там обычный человек, просто выкинуть на помойку какую-то. Хорошо, І ти все. можеш узгадати, у яким паміри допомогли тобі і твоєму сину? Ну, или тобі одному, наприклад. Ось ти ж можеш узгадати, там мені скинули 1000 євро, там 1000 євро, там 5, Я, там... я могу сказать за свое, что мне помогли, сейчас дай бог только все вспомнить, дали 500 евро байсол по выходу, потом, по-моему, 800 на жилье евро дали, ну там разные фонды. Мгм. Компенсировали жилье, это 3000 злотых за 2 месяца было там как-то. 700 Потом, долларов. потом в Белосток мы ездили, там 2000 злотых давали в прошлом году. 2500, политвязня. 2500, я Вот в это евро вот. считаю. Ну, Байхелп, что мне помог с зубами. Я считаю, что я вообще зря с этим связался, потому что я только делал хуже для себя. Ну и там ты сказал, сколько было тысяч... Это выброшенные деньги. Сколько ты сказал, там была сумма? Ну, я думаю, 1004 было. 1000 евро. Может, даже и еще. не было. Ну, 3500 евро. Ну и вроде бы все так, в принципе. Ну вот, сябры. 3500, может 4000 евро. И я тебе скажу, Гена, что у тебя еще такие из неведомых солдат моцный кейс, потому что некоторым дали только 500 и все. Я такое ведаю. Я такое ведаю, на жаль. Но это было все в прошлом году. И от разных фондов. Это же не то, что там один фонд. Вот я не понимаю тогда, если там идет оно все на белорусскую диаспору, на политвязи, там, на военную всех, почему это все не делают через одну структуру? Чтобы оно было все понятно и ясно везде. Всё. Громче говори, пожалуйста. Ты сейчас имеешь в виду под увагой справоздача? Ну, не то, что справоздача, Или а фонд. как бы вот один фонд общий, который как бы распределяет на все. Потому что каждому фонду надо куча документов, куча вопросов, куча всего собирать. Это лишнее как бы нервотрепки, особенно для И- человека, который выходит оттуда с шатающейся И, головой. Гена, это сбор информации еще, после которой бывает, что информация сливается. Слушай, а Байсол объявлял сбор тебя? Я хотел объявить сбор, но уже через год, побывший здесь, когда мне стало с работы плохо, там тяжковато еще как бы. Но они там начали кидать от одного к другому, меня перекидывать. Короче, тот документы собирает, отправляет к другому. Я ему собираю документы, и он меня по новому кругу отправляет обратно. Короче, они меня просто компенсировали мозг, пока от них не отказался, от этой помощи сбора. Все. Тобок, то, что ты называл ниже, это было от фондов. Вот я насчитал там 4000 евро. А Байсол тебе отмовил робить сбор, так? Ну, Байсол не то, что отмовил, я сам отказался, потому что меня сам. к Ну, не, к ну, этому Гена, подвели. Ну ты ж так говори. Они подвели меня к этому, потому что, начали кидать просто человека человеку. И Потому что на Байсоле там у некоторых есть и по 4 сбора. Так что я поэтому, надо удокладнять. Люди же слухают, нас зараз... они мне написали, что не прошло там как бы года, когда я обратился. Я не обратился сразу. Как бы. Там был разговор такой, что или ты берешь 500 этих евро, или ты собираешь сбор. Выбирать одно из двух. Так как мы взяли сына по 500 евро, как бы сбор уже и неудобно было и собирать. Но потом, когда тяжко стало, гляжу, там собирали все, кому не лень, думаю, попробую я собрать. А потом они тебя, иди туда, иди принеси Ну, то. они меня от человека кидали к человеку. Сначала я собрал все документы, там, фотографии, все подготовил, там, на все вопросы, все это, документы, все послал одному человеку. Потом он с вами будет заниматься другой человек. Тот человек то же самое опять по новому кругу. Я опять все собрал спокойно туда. Но когда уже этот человек обратно меня перекинул к этому и нашел все по новому кругу, я сказал, ребята, извините, до свидания. Все. Так, понятно. Гена, ты пока я читаю комментарии, думай прощальную речь. Ну, такую. Ну, типа, на развитание. На Ось, развитание. тут от Бритиш написал, обращаться на защиту можно в любом городе Польши в таможенный комитет. Там дают бумаги для заполнения, а после заполнения их дома отправляете сами в Варшаву на Таборова 33. Окей, спасибо. Спасибо. Не ведаю я, как насамрэч гэта працуе. Вот. Так, работа. Если есть свой автомобиль и права, можно обратиться в почту польскую. Работа не тяжелая и уважительная от населения. Вот так. Этого у нас нет, ни у тебя, ни у Нет, меня. нет, Мы с этого тобой, мы все, мы с тобой статисты, короче.
на этом. Ладно, сябры, окей. Ну, тогда, что я хотел сказать, что, видите, слушал сегодня интервью Шерова Кота, вот, и он сказал, что вместе со Статкевичем хотел выйти и Максим Винярский. Ось. На Максима это очень похоже. Я с Винярским сидел в тюрьме, на зоне, вернее, чтобы быть. Вот. Так что, видите, не зря мы, когда это обмерковывали у неделю на моем стриме, да, человек, лидер нации, я лишу его лидером нации, сапраўдным яе там сумленнем, сапраўдным патрыотызмам нации. И он показал прыклад, ну і вось і натхніў Геннадзя, хотя, ну, я бы так бы, як Гена бы не зрабіў. И у меня есть как бы такая пераканана, что Гена поедет, потому что я с Геной... Серый кот на свободе, да, он в этой последней, ну, пробачьте меня, я так, может, дренно подбираю слово, в последней партии, которых вот отпустили людей, вернее, выкинули, не отпустили. Вот. Дионис. Белорусского фонда не существует из-за отсутствия самоопределения белорусского народа. Из-за отсутствия самоопределения белорусского народного суверенитета. Существуют фонды Беларусь, созданные Богемой 91 года и белорусификации языка. Короче, ну, я ведаю, Денис, что гроши Метова выделяются на политзняволеных. Прям написано для политзняволеных і іх семей. Я неаднойчы бачыў гэта ў артыкулах. Гэта рабіла дзяржава Норвегія, гэта рабіў Люксембург. Ну, Норвегія больш, Люксембург менш, Данія, Чэхія. Вось. І ну, тут как бы пытанне ёсць большое. Дарэчы, у посце спадара Михаила Бойка ён напісаў, што ён размаўляў з Тихановскай. Насчет YouTube-канала не могу сказать, какой, старый или новый у Шерова Кота, но он обновился в Фейсбуке. Вот, Тихановский ему сказал, что Светлана мае заробок 1700 евро. Что, конечно, у меня выкликае усмешку. 1700 евро атрымоўваць у Вільнюсе. И, ну, то бок, ведаеце, как такое есть, жить не по сродкам, да? За 1700, ну да, там житло здымаюць. Ну, ввогуле, интересное, конечно, у Сергея там турне. Вось, назирать за ним вельмі цікава, но я чакаю яшчэ мне до першага, я збіраю, как бы, збіраю не то что информацию, я гляжу Сергея старые стрымы, нешта выразаю, потому что я пришел до высновы, что ён насамрэч не змяніўся, ён таким был, разумееце? І гэта такое цяжкае адкрыццё. Потом про гэта паразмаўляем. Паважаныя сябры, яшчэ раз усім кажу вялікі дзякуй, што слухаеце, глядзіце канал. Значыць, дакладваю вам, што мне зрабілі учора донат, які дазволіць мне поехать у Познань и не заморачиваться, да, потому что я думал, где-то мне взять пенензы. Виталий, великий тебе дякуй. Виталий, фамилия на букву З начинается, не буду на всякий выпадок ее вымовлять. Дослал мне учора 400 злотых, и я могу шиком поехать, ну, в Познань на этот конференцию политвязней. Буду ее осветлять, потому что повестка, которая там была написана как в партхозактиве в Лукашенковском. Вось, а я туды поеду. И коли меня не пустят, а я подался на регистрацию, я буду стоять под дзвярыма. И я думаю, тым, кто приехал зараз, там шмат журналистов, шмат дзеячоў грамадскіх, ці будзе ім цікава, ці будуць яны у мяне пытацца, а что Сярожук случилось со мной, бо тады на празднике демократии
ну, нічога не адбылося. Ніхто ко мне, журналістаў, не падышоў. Я буду стаяць там і буду весці оттуда стрым. Все мои рэквізіты там пытаются, все ёсць у апісаннях. У гэтым няма, а звычайна ва ўсіх ёсць. Я заўсёды дзякую за дапамогу. Мне очень жаль Геннадия. Гена, тебя жалеет Татьяна Пилипчук, однофамилица нашей элект-президентки. Я думаю, что вот, если она такая, как на фотке, то вельми прывабная дзяўчына, ну, жанчына, можа. Вось. Пишет, что шкада. Ну, я вам скажу, что он не хочет, каб его шкадавали. Прорвемся. Он вельми моцны чалавек, і я меў з ім стасункі, я ведаю яго, ну, немножко, і мы там былі у нас моманты, калі мы гулялі ў шахматы, вось, выпівалі піўко, размаўлялі за жыццё. Это моцны чалавек, вось, сапраўдны беларус. Ведаеце, калі я вам вот, блин, что-то я так растрогался. Я сидел у турме с человеком, который зараз ён у Беларусі. Ён быў такі нібыта, ну нібыта, я кажу нібыта, я не хочу просто яго абразіць, потому что я яго вельмі, ну, шчыра паважаю, і он меня вельмі здзівіў. Ён был такі, ну, типа, як бы недарэчлівы, такой медленны. Але когда у нас была бойка с козлами, то бок, калі у нас там была ситуация, которая патрабуе от человека, каб ён себе проявил, я так был здзіўлены, что ён выйшаў. Что ён выйшаў, і ён показаў. І вот пасля гэтага я ў яго просто, ну, захапіўся, і я думаю, вось простыя людзі, которых ніхто не ведае, а калі прыходзіць вайна, яны просто бяруць ружжо и отдают свое жыццё за радзіму. Ну что, сябры, на гэтым мы с вами развітваемся. Гена, что ты скажешь? Нас смотрит 151 человек, это вельмі шмат для моего канала. Великий вам дзякуй. Ну, скажи на развітанне, потому что... Ну, что мне сказать? Ну, на побашэнне. Ну, что это самое, жалеть мне точно не надо. Что это я все сказал для того, чтобы сейчас у нас богато освобождается новых политвязней. Громче говори. Чтобы они хотя бы знали, что просто может быть с ними. И ни на кого не рассчитывали, только на себя. Дякую, Великий. Дякую всем.